Почему США хотят Гренландию? Думаю, вам будет интересно, и я сейчас выскажу свое мнение обо всем этом. На первый взгляд, это просто лед и пустота. Огромный остров почти без людей. Численность людей там всего лишь примерно 56 тысяч человек. На самом деле Гренландия – одна из самых важных точек на планете. Гренландия формально принадлежит Дании, но находится в самом центре Арктики. А Арктика сегодня – это новое поле глобального противостояния. Именно через этот регион проходит кратчайший путь между США и Россией. В Гренландии уже десятилетиями работает американская военная база «Петуфик». Там стоят радары раннего предупреждения. И если начнется большая война, именно оттуда США первыми узнают о ракетном ударе. Контроль над Гренландией – это контроль на небе и контроль над ракетными траекториями. Но дело совсем не только в армии. Лед тает, и открываются новые морские пути, которые могут изменить мировую торговлю. Подо льдом скрыты огромные запасы редкоземельных металлов, а также урана, нефти и газа. Это ресурсы, без которых невозможно будущее оружие, а также электроника и новые технологии. С другой стороны, Россия усиливает свое присутствие в Арктике, то есть как-то пытается это сделать. Китай пытается заходить туда через свои инвестиции и инфраструктуру. Вот. Для США это прямая угроза. Вот что самое главное тут. Потерять влияние в Гренландии значит уступить стратегическое преимущество соперникам. Поэтому разговоры о покупке Гренландии – это не шутка и не каприз. Это политический сигнал. США показывают, что считают этот регион жизненно важным для своей безопасности. А Гренландия – это, опять же повторяюсь, это не про лед, не про туризм и даже не про людей. Это про контроль над всей Арктикой и про будущий баланс сил в этом мире. Конечно же, мы надеемся на самое лучшее, мы надеемся на мир и на трезвость политиков.